Такие лампы относятся к самым опасным видам отходов. Каждая содержит до 5 миллиграммов ртути. Разбитая лампа отравляет 6 кубометров воздуха. Здесь их десятки. Ядовитые пары вызывают серьезные нарушения в работе систем и внутренних органов человека. С водой ртуть легко может попасть в водопровод, на стол вместе с пойманной рыбой. Кстати, эти лампы Александр Чепурко обнаружил в ручье, который впадает в реку. Сыктывкарский эколог все свободное время тратит на спасение природы. Экологический мониторинг, субботники, посадка деревьев, акции в защиту животных. Только в этом году волонтер обнаружил порядка 50 несанкционированных свалок. 5 из них опасные для человека и окружающей среды. По всей вот этой местности собирал, было сложно, потому что было затоплено место. Но и что смог, собрал, по крайней мере, все целые. Кто-то помогает вам? Время от времени к нам присоединяются такие же активисты. СОНЭФ и различных других экоорганизаций. Экомобиль следует за фронтовиками во все 5 точек. Всего собирают около сотни ламп, после чего вредоносные отходы утилизируют с соблюдением всех санпинов. Такие акции ОНФ проводит по всей стране в рамках проекта «Генеральная уборка». В прошлом году 3 раза выезжали. Именно ртутные эти лампы, где находили. Их старались, во-первых, как только обнаруживали, ограничивать доступ к ним, чтобы не разбили дети, пока гуляют. А потом, как только договаривались по вывозу, или привозили в точку сбора, или выезжали с машиной непосредственно. Генеральная уборка – это еще и интерактивная карта несанкционированных свалок. В Коми таких зафиксировали 185. Активисты ОНФ уже второй год получают сигналы, проверяют их и обращаются в надзорные органы. Больше 70 мусорных точек на карте республики уже ликвидировали. Сейчас фронтовики готовят письмо в столичную администрацию. На сайте администрации размещен график стоянок для сбора ртуть-содержащих отходов. Он заканчивается 4 мая. Сегодня у нас июнь месяц. Однако нового графика мы не увидели. Выбраны точки, хорошее время размещения. Но жители у нас не информированы. Они не знают, куда можно сдать ртуть-содержащие лампы. И необходимо просто информировать граждан. Нетрудно ведь вывесить объявление. Установить регулярный график сбора ртутных отходов и работать с управляющими компаниями, которые могут вывешивать объявления в подъездах и общественных местах. Тогда экомобиль не будет приезжать на заранее назначенные точки впустую. Ольга Коняева, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.